Рица – кристально чистое озеро на фоне седых гор. Из года в год оно привлекает в Абхазию миллионы туристов. Озеро Рица – одно из составляющих уникального природного комплекса, а если быть точнее, Рицинского реликтового национального парка. На территории национального парка, которая составляет 390 квадратных километров, соседствуют уникальные творения природы и памятники истории. Парк реликтов разделен на две функциональные зоны – заповедную, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную, в которой разрешены регулируемый выпас скота, туризм, отдых, курортное лечение, научно-исследовательская работа. Необычная природа всегда привлекала к заповеднику огромное количество людей. Прекрасное сочетание тепла, прекрасной погоды и снежных гор, конечно же, всегда впечатляет. Мы в восторге. Для нас очень необычно, что светит солнце, температура плюс и не тает снег. Шикарно. За последние несколько лет территория заповедника буквально преобразилась. Поставлены контейнеры для сбора мусора, установлены знаки безопасности и дорожные знаки для тех, кто самостоятельно путешествует по заповеднику. А теперь еще построены и беседки со всей необходимой для пикника утварью. По словам главного лесничего Рицинского заповедника Адама Расмыр, совсем скоро здесь появится еще и спортивная зона. Директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа рассказала о том, что за последние годы поток отдыхающих увеличился в 80 раз, и руководство заповедника делает все возможное для улучшения качества отдыха туристов на территории парка. Мы в прошлом, позапрошлом годах мы практически в 2015 году около 6 миллионов мы потратили на то, чтобы ямочный ремонт дороги делать. В прошлом году где-то на 8 миллионов. Но в этом году, обследуя дорогу, так визуально мы видим, что немножко меньше будет, но тем не менее все равно мы будем приводить в порядок. Помимо облагораживания заповедной зоны проведено укрепление береговой части озера, которая буквально провалилась на несколько метров вниз и представляла собой угрозу. Перила были в аварийном состоянии, протекали водопроводные трубы. Провели укрепление метров 200, мы укрепили берег. Сейчас мы устанавливаем новые перила на этой части. Затем мы посмотрим, пригласим людей, посмотрим, как нам. Или мы плитку уложим, или же асфальт уложим, чтобы удобно было посетителям, подходить к местам общего. Там у нас есть к сувенирам, к различным ресторанам, кафе. Инспекторы лесного хозяйства заповедника говорят о том, что в этом году на территории выпал небывалый снег. За последние 20 лет старожилами парка отметки в 2,5 метра зафиксировано еще не было. Работа по устранению последствий снегопада ведется и сейчас. Довольно-таки продолжительные работы ведутся. Почему? Потому что в этом году был большой снегопад, и ребята работают, очищаем территорию дороги. Несколько недель работают ребята, и мы тоже чистим своими силами, обрезаем. Угрожающие деревья надо будет убирать, поскольку они опасны, когда ветер может подуть или что-то. Есть угроза падения, поэтому надо будет чистить дорогу. Периодически надо чистить. Это один раз почистил, не хватает. И работниками реликтового парка проводятся такие мероприятия по облагораживанию и почистке дороги. На смотровой площадке идет строительство медицинского и милицейского пунктов. Стоит отметить, что руководство парка строго следует общему архитектурному образу заповедника. Все рестораны, кафе и даже лавочки для отдыха выдержаны в едином национальном стиле. Такой подход, несомненно, является показательным и для других не менее красивых и популярных мест Абхазии. На Алакове Михаил Братухин, Абхазское телевидение.